эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Первый в республике. В Якутске открылся Яндекс.Лицей. Что будут изучать дети? Ожившие фотографии времен войны. Выставка «Победа-75» открылась в Якутске. Открытие Международного арктического музыкального фестиваля. Прямое включение с места события. В Якутии за сутки выявили 85 новых случаев коронавируса. Это данные регионального оперштаба. В Якутске 48 заболевших, в Алданском, Мегино-Кангаласском районах по 7, в Мирнинском районе 6, в Амгинском, Аймиконском по 4, в Намском, Сунтарском, Нюрингринском районах по 3 заболевших, в Усть-Алданском 2. Также сегодня во время брифинга по эпидситуации в регионе зампред правительства республики Ольга Балабкина рассказала, что в Нюрбе приезжий целитель заразил местных жителей коронавирусом. Мы ждем официального подтверждения Роспотребнадзора по данной ситуации. Ситуация сегодня будет рассмотрена на оперативном штабе района Нербинского улуса. Она связана с тем, что в район, в город Нюрба приезжал целитель, который принимал большое количество граждан. К сожалению, в последующем он оказался больным. Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии продлены до 30 октября. Также на 1 ноября перенесли открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки. Соответственно, за нарушение указа главы Республики Саха-Якутия, связанного с проведением именно мероприятий праздничных, с проведением мероприятий с большим количеством граждан, будет усиливаться административная ответственность. Это касается в том числе и районов, в которых проводили и массовые мероприятия, праздники городов. Глава Якутии Исыл Николаев высказался по вариантам создания новой дальневосточной авиакомпании в ходе выступления на площадке медиашколы «Дальневосточный репортер». Он подчеркнул, что все другие варианты, кроме создания альянса дальневосточных авиакомпаний, будут не жизнеспособны. Глава Якутии добавил, что главной задачей создания нового объединения является предоставление возможностей населению осуществлять перелеты как можно дешевле и на новых отечественных самолетах. Яндекс.Лицей открылся сегодня на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Это бесплатный образовательный проект по обучению школьников 8-9 классов языкам программирования. В Якутии это первый подобный проект, однако по всей стране сегодня работают около 300 таких площадок. Подробности у Юрия Осипова. Первый в Якутии Яндекс.Лицей – это площадка, на которой дети будут обучаться основам программирования. Школьники будут знакомиться как с теоретической частью, так и осваивать технологии и разрабатывать проекты. Это уникальный образовательный проект от работодателя, от крупной компании Яндекс. У них есть такой проект. По всей России более 300 таких проектов имеется в 133 колледжах, городах нашей страны. В Республике Саха-Якутия он является первым, уникальным. В первый поток учащихся попали 15 детей. Отбор проводился среди более чем 180 претендентов. Конкуренция очень высокая. За каждое место боролись около 12 школьников. Яндекс.Лицей – это большой проект, где учатся, думаю, самые лучшие. У ребят уже прошла так называемая нулевая лекция. На ней ребятам провели инструктаж и подготовили к предстоящему обучению. Испытания в целом были очень даже проходимые, но некоторые были очень сложные. Вижу себя в будущем работающим в сфере программирования. Я вижу в этом большой потенциал. Преподаватель Яндекс.Лицея Дмитрий Никифоров перед началом работы также прошел специальное обучение. Учеба заняла несколько месяцев и проходила в виде экзаменов и собеседования. Первый год это будет основа программирования на языке Python. Те школьники, которые получили баллы в конце от 45 и выше, пройдут на следующий год и уже будут учиться по основе промышленного программирования. Специально для Яндекс.Лицея в колледже связи выделили 2 кабинета. Также совсем недавно здесь были открыты новые современные мастерские по направлению информационно-коммуникационные технологии. Мы, как Республика Саха-Якутия, заявляем о развитии IT-направления на территории республики. Ну и в целом, если посмотрим на весь мир, глобальные тренды таковы, что цифровизация – это основа новой экономики, новых производственных секторов. Поэтому это важно
нам, как региону, который тоже стремится развивать собственную экономику. Обучение рассчитано на 2 года. По его итогам каждый выпускник получит свидетельство о завершении учебы, сертификат Яндекс.Лицея, а также статус джуниор-программиста, который сегодня уже признается в IT-компаниях. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. Расширенный сектор электронных услуг Центра «Мои документы» открылся в Бердикистяхе на базе Центральной районной библиотеки. Сектор электронных услуг – это место, где граждане могут оформить государственные услуги в электронном виде в специально оборудованных для этого местах с выходом в интернет, а также при необходимости воспользоваться помощью консультантов по вопросам оформления услуг. У нас в библиотеке есть 2 консультанта. Это я и Анастасия Евгеньевна. Мы прошли онлайн-обучение. Нас учили специалисты МФЦ города Якутска. И по окончанию обучения мы получили сертификаты. Наша библиотека постоянно развивается. И в будущем планируется открыть такие секторы электронных услуг в филиалах горной МЦБС. Этот сектор позволит возможность для нашего населения войти в свой кабинет, личный кабинет, не через электронную базу данных в МФЦ, а здесь вот именно на рабочем месте библиотеки имеет возможность наше население войти в свой кабинет, оплатить пошлины. В Якутии стартовала 27-я международная олимпиада Туймада. Более 100 школьников из 7 стран покажут свои знания и способности в области точных наук. В этом году олимпиада будет проходить в режиме онлайн. Эксперты олимпиады, известные в России члены жюри олимпиад всероссийского и международного уровней. Основная цель олимпиады – стимулирование развития интеллектуального потенциала школьников и молодежи, а также привлечение к занятию фундаментальными науками. В этом году у нас, например, есть ребята из Индонезии, очень известных школ, Симметри, Вардая колледж. Это очень известные школы, которые в свое время раньше не могли у нас участвовать. И многие школы тоже захотели, но так как время и возможности у нас ограничены, поэтому нам пришлось отказать. Это связано с часовыми поясами. У нас самые активные участники – это Румыния. Примерно, когда они будут заниматься решением своих задач, у них будет где-то час ночи. И примерно это будет проходить еще 5 часов, то есть 6 часам утра они закончат свои задачи. Ожившие фотографии времен войны. Это и не только можно увидеть на выставке «Победа-75». Она открылась в историческом парке «Россия. Моя история» в Якутске. На выставке представлены личные вещи выдающегося якутского снайпера Ивана Кульбертинова. Также посетители при помощи цифровых технологий смогут узнать о вкладе Якутии в победу над фашизмом. Выставка будет работать до середины ноября. Конечно, мы знаем о том, какой вклад внесла Якутия, ее славные сыны, дочери, трудовой тыл. Но вот представить это в одном месте, это была вот наша задача. Поэтому мы работали с архивами, с нашими музеями, с Центром аудиовизуального наследия, с НВК «Саха», с отдельными улусными музеями. Здесь освещены те темы, которые раньше, может быть, не так широко были известны. Это трагедия Чоропчинского переселения, это голод во время войны, это тяжелая трагедия для, всего населения. В Якутске в эти минуты проходит открытие 10-го международного арктического музыкального фестиваля. На месте события в новом Центре культуры и современного искусства имени Гагарина находится наш корреспондент Саргалана Неустроева. Она на прямой связи со студией. Саргалана, привет, ждем подробностей. Приветствую, Анастасия. Все еще уточняется программа фестиваля. Тут свои коррективы вносит уже коронавирусная инфекция. Однако известно, что сегодня выступит наш земляк, солист Мариинского театра Григорий Чернецов. Помимо прочего, одним из приглашенных гостей выступит главный дирижер всем известного оркестра «Симфоника Арктика». Также ожидаются выступления лауреатов конкурса Чайковского. Ну а сейчас вы можете наблюдать концерт «Симфоника Арктика». Сегодня их дирижером выступит их руководитель Наталья Базалева. Как вы можете видеть, принимаются все меры предосторожности, и даже
даже музыканты сидят в масках. Ну а подробнее о том, какие еще меры были предприняты и каков формат фестиваля, нам рассказала генеральный директор филармонии Якутска. Предварительно у нас подготовлено 10 концертных программ. Будет выступление и симфонического оркестра, симфонического хора, концерт духовой музыки, органной музыки. У нас просто возникли вопросы с тем, что вот, сегодня только вышел указ главы, в котором уже понятно, что учреждения дополнительного образования не работают, а мы находимся в здании ДШИ-1, где концертный зал вот наш находится тоже, да. Поэтому в связи с этим мы сейчас будем определять площадки, даты. К сожалению, в этом году количество приглашенных гостей заметно сократилось по сравнению с прошлыми фестивалями. И организаторы призывают гостей фестиваля ознакомливаться с афишами, поскольку дата и место проведения следующего концерта уточнится на днях. Цена билета будет варьироваться от 300 до 1000 рублей. При этом будут действовать скидки по категориям. Будьте осторожны, соблюдайте все меры безопасности. А к этому часу у меня все. Анастасия. Сарглана, спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Сарглана Неустроева. Осень в этом году выдалась особенно теплой. Это также подтверждают и специалисты Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной аномально теплой осени считают антициклон, который сосредоточился по всей территории республики. За всю историю наблюдений сентябрь занял второе место, уступив сентябрю 1983 года на 2 градуса по средней месячной температуре. Однако уже к концу сентября жители некоторых районов Якутии стали свидетелями первого снега. На ближайшие дни у нас с начала недели погода поменялась, характер погоды, да? Начались дожди с мокрым снегом. Сейчас на большей части территории идет уже осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Такая погода связана с выходом циклонов с севера и один Забайкалья. Выходит циклон, сейчас он над центральными районами, и с ним, выпали осадки в виде дождя и мокрого снега. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.